Добро пожаловать на наш канал, ваше главное место для открытия увлекательных фактов, которые наверняка вас удивят. На каждый представленный факт мы призываем вас обратить пристальное внимание, ведь в сегодняшнем видео мы раскроем психологические открытия, которые должен знать каждый мужчина о женщинах и сексуальности. Прежде чем мы углубимся в эту тему, мы приглашаем вас поддержать наш канал, поставив лайк и подписавшись. Не забудьте включить колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить наши будущие публикации. Теперь давайте начнем. Знаете ли вы, что когда женщина мастурбирует, думая о вас, это означает, что она глубоко влюблена? Это явный признак его эмоционального и физического влечения к вам. Кроме того, во время сексуальной активности усиление притока крови может вызвать у многих женщин покраснение не только лица, но также груди и половых органов. Это естественная реакция, и нет причин для беспокойства, хотя некоторые могут ошибочно подумать, что это аллергическая реакция. С возрастом женщины и их сексуальные предпочтения могут меняться. Например, исследования показали, что женщины старше 30 лет более склонны попробовать анальный секс. Однако недостаток смазки остается одной из наиболее распространенных сексуальных проблем, с которыми сталкиваются женщины. К счастью, есть простое решение. Для облегчения этой проблемы можно использовать натуральные смазки или даже слюну. Анальный секс всегда был спорной темой. Хотя некоторые женщины выражают явное предпочтение этому, другие не заинтересованы. Важно понимать и уважать эти разнообразные предпочтения. Если мужчина тратит время на то, чтобы облизать влагалище женщины и стимулировать ее соски, он демонстрирует свое искреннее желание удовлетворить ее, показывая, что он действительно заботится о ее удовольствии. Также важно признать, что не существует стандартов красоты, когда дело касается вульвы. Каждый из них уникален по форме, цвету, размеру, внешнему виду и структуре. Принятие этого разнообразия необходимо для здоровых и позитивных сексуальных отношений. Согласно различным опросам и исследованиям, женщины думают о своей внешности в среднем 10 раз в день. При исследовании людей в возрасте от 50 до 60 лет выяснилось, что до 91% мужчин и 86% женщин ведут половую жизнь, причем треть этой группы участвует в сексуальной активности хотя бы раз в неделю. Исследование также обнаружило интересный метод. Сдавливание основания полового члена может предотвратить эякуляцию, независимо от того, насколько близко оно находится. Этот трюк часто используют актеры в фильмах для взрослых за кадром. После секса женщины обычно пытаются поговорить. Важно помнить, что женщинам обычно требуется больше времени, чтобы возбудиться при просмотре видео, поэтому ключевым моментом является терпение. Интересно, что, кроме оргазма, единственной физиологической реакцией человеческого организма, которую невозможно остановить добровольно, как только она началась, является чихание. Среди мужчин в возрасте от 18 до 56 лет 93% смотрят фильмы для взрослых. Более того, исследования показывают, что 85% женщин возбуждаются, когда мужчины сосут пальцы. Мужчины в отношениях склонны мастурбировать чаще, потому что регулярный секс увеличивает выработку тестостерона, что приводит к более высокому уровню возбуждения. Большинство женщин испытывают большее удовольствие во время полового акта, когда они получают оральную стимуляцию, а не проникновение. Еще одно интригующее открытие заключается в том, что ощущение холода в ногах может стать препятствием на пути к достижению оргазма. Одно исследование показало, что ношение чулок увеличивает процент женщин, достигающих кульминации, с 50% до 80%. Подсчитано, что 60% женщин в возрасте от 45 до 60 лет имитируют оргазм со своими партнерами. Эта статистика подчеркивает важный аспект сексуальных отношений, который часто остается без внимания. На сексуальное удовлетворение влияют несколько факторов, включая уровень глюкозы в крови. Низкий уровень глюкозы в крови может снизить сексуальное желание, что снижает вероятность возникновения потребности в сексе. Поэтому подача вкусного десерта, например мороженого, на следующем свидании может помочь улучшить настроение и энергию вашего партнера. С возрастом люди, особенно после 50, 60 и даже 70 лет, часто испытывают изменения в своей сексуальности. Многие считают, что хорошей сексуальной жизни пришел конец, но это не так. При наличии правильной информации, креативности и чувства юмора любая проблема имеет решение.
Средний возраст начала половой жизни у мужчин составляет 16 лет, а у женщин – 15 лет. Такое раннее начало подчеркивает важность полового воспитания и осведомленности с раннего возраста. Согласно опросу, многие женщины признались, что имели сексуальные отношения с мужчиной, с которым познакомились в интернете. Поэтому будьте очень осторожны при поиске отношений в интернете. Интересно, что запах тыквы может стимулировать приток крови к половому члену, помогая достичь эрекции. Более того, 35% людей до 35 лет заходят в социальные сети сразу после секса, что указывает на значительную роль технологий в современных отношениях. Сексуальное долголетие эпическое. Средняя длина влагалища составляет от 8 до 10 см, а это означает, что пениса среднего размера более чем достаточно, чтобы доставить женщине удовольствие, если вы знаете соответствующие техники. Идеальной позицией для увеличения сексуального долголетия для обоих партнеров является положение сидя. В этом положении женщина обхватывает ногами мужчину за спину до тех пор, пока их тазы не соприкоснутся и не произойдет проникновение. Эта позиция обеспечивает полную свободу рук, позволяя обоим партнерам обнимать друг друга и чувствовать больший физический контакт. Несмотря на распространенные заблуждения, примерно от 25% до 30% женщин никогда не достигают оргазма. Понимание и решение проблем сексуального удовлетворения может значительно улучшить опыт обоих партнеров. Если пенис изогнут вниз, лучшая позиция для получения максимального удовольствия – поза «собачка». Такое сочетание положения и кривизны может облегчить сквирт, добавив новое измерение сексуальному опыту. При правильном подходе и достаточных знаниях можно гарантировать более удовлетворяющие и полноценные сексуальные отношения. Интересно, что 18% женщин могут достичь вагинального оргазма без помощи мужчины, используя секс-игрушки или свои пальцы. Кроме того, 80% женщин достигают оргазма посредством стимуляции клитора, что подчеркивает важность сосредоточения внимания на этой чувствительной области. Глубокое дыхание во время секса может помочь ненадолго прервать эякуляторный рефлекс, что позволит половому акту продлиться дольше. Для тех, у кого пенис меньшего размера, особенно приятной может быть поза лежа по-собачьи, когда женщина частично лежит, сдвинув ноги ближе друг к другу. Некоторые из этих приемов могут оказаться необходимыми, чтобы продлить секс, особенно после 50 лет. Половой акт возможен, но это не обязательно должен быть единственный способ приятно провести время со своим партнером. Представление о половом акте как о важнейшем элементе секса может привести к таким проблемам, как тревога. Научиться исследовать другие формы близости и удовольствия может быть невероятно полезным. Если у вас проблемы с эрекцией, крайне важно избегать сидячего образа жизни. Хорошая утренняя прогулка и диета с низким содержанием жиров могут значительно улучшить ваш сексуальный потенциал. Более того, женщины вполне могут испытывать анальный оргазм посредством стимуляции точки G сзади, предлагая еще один путь к сексуальному удовлетворению. Маленьким пенисом считается пенис размером менее 12 см, а большим – любой размер от 17 см и выше. Чтобы поддерживать возбуждение во время секса на высоком уровне, очень эффективными могут быть короткие перерывы. Хорошей практикой является кратковременное прерывание движений при проникновении, чтобы поцеловать или немного заняться оральным сексом. Оральный секс доставляет женщинам больше удовольствия, если одновременно стимулируются клитор и анус. Короткие и глубокие поглаживания эффективны для контроля эякуляции, а длинные и глубокие поглаживания повышают уровень возбуждения мужчины. Начиная с 45 лет, отсутствие усталости и стресса становится очень важным для получения удовольствия от сексуальных отношений. Возраст, в котором мужчина наиболее силен и достигает большего количества оргазмов, составляет от 15 до 25 лет, тогда как полнота сексуальной жизни у женщин увеличивается между 35 и 50 годами. Старение не должно быть препятствием для полноценной и приносящей удовлетворение сексуальной жизни. С возрастом у мужчин и женщин, особенно после 50, 60 и даже 70 лет, в их сексуальности могут произойти значительные изменения. Однако многие люди ошибочно полагают, что качество сексуальной жизни с возрастом неизбежно снижается. Однако при наличии адекватной информации, творческого подхода и чувства юмора любую проблему можно решить. Поэтому крайне важно понимать, что сексуальное удовлетворение связано не только с молодостью.
Напротив, его можно поддерживать и даже улучшать с помощью знаний и открытости к изучению нового опыта. Половая жизнь начинается рано, мужчины начинают в среднем с 16 лет, а женщины – с 15 лет. Такое раннее начало подчеркивает важность сексуального воспитания с раннего возраста. С возрастом наши предпочтения и потребности также меняются. Например, женщины старше 30 лет более склонны попробовать анальный секс, хотя отсутствие смазки остается распространенной проблемой. В этом случае эффективными решениями могут быть натуральные смазки или слюна. Кроме того, необходимо уважать разнообразие сексуальных предпочтений, понимая, что некоторые женщины предпочитают анальный секс, а другие им не интересуются. Женская мастурбация, направленная на партнера, указывает на сильное эмоциональное и физическое влечение, демонстрируя искреннее желание во время сексуальной активности. Увеличение притока крови может вызвать покраснение не только лица, но также груди и половых органов, естественная реакция, которую не следует путать с аллергическими реакциями. Стимулирование различных областей, таких как влагалище и соски, может продемонстрировать желание удовлетворить партнера, подчеркивая важность взаимного удовольствия. Уникальность вульв, различающихся по форме, цвету, размеру и строению, следует отмечать, отходя от нереальных стандартов красоты. Признание этого разнообразия необходимо для здоровых и позитивных сексуальных отношений. Исследования показывают, что женщины думают о своей внешности несколько раз в день, подчеркивая важность принятия себя и уверенности в себе. Сексуальность у людей в возрасте от 50 до 60 лет остается активной, при этом большинство регулярно участвует в половой жизни, что подчеркивает, что сексуальное желание и способность не теряются с возрастом. Методы продления полового акта, такие как сжатие основания полового члена, полезны для предотвращения преждевременной эякуляции и являются обычной практикой среди актеров фильмов для взрослых. После секса общение имеет важное значение, поскольку женщины склонны искать разговоров. Понимание этого может улучшить близость пары. Женское возбуждение при просмотре эротических видеороликов может происходить дольше, требуя терпения и понимания со стороны партнеров. Помимо оргазмов, единственной физиологической реакцией человеческого тела, которую нельзя остановить добровольно, является чихание, интересный и любопытный аспект телесных реакций. Мужчины склонны чаще мастурбировать в отношениях из-за увеличения выработки тестостерона и, как следствие, сексуального возбуждения. Стимуляция клитора имеет решающее значение для большинства женщин, поскольку она более эффективна для достижения оргазма, чем проникновение. Ношение чулок может неожиданно увеличить вероятность женского оргазма, и это открытие подчеркивает важность физического комфорта во время секса. Многие женщины в возрасте от 45 до 60 лет имитируют оргазм, что указывает на нерешенные проблемы в интимной жизни пары, которые заслуживают внимания. На сексуальное удовлетворение также влияют такие факторы, как уровень глюкозы в крови, при этом адекватное питание помогает улучшить сексуальное желание. Небольшие жесты, например, подача десерта на свидании, могут поднять настроение и придать энергию вашему партнеру. При возникновении проблем с эрекцией крайне важно избегать сидячего образа жизни. Регулярная физическая активность и сбалансированное питание могут значительно улучшить сексуальные возможности. Анальные оргазмы, хотя и спорны, но являются реальностью для многих женщин, в зависимости от адекватной стимуляции точки G. Было также подчеркнуто, что размер пениса, хотя и часто обсуждается, менее важен для женского удовольствия, чем техника и эмоциональная близость. Пауза во время полового акта для поцелуев или орального секса может поддерживать возбуждение на высоком уровне, обеспечивая более приятный опыт. Короткие и глубокие поглаживания помогают контролировать эякуляцию, а длинные усиливают мужское возбуждение. Начиная с 45 лет отсутствие усталости и стресса становится еще более важным для удовлетворительной сексуальной жизни. Короче говоря, сексуальная жизнь может быть обогащенной и приносящей удовлетворение в любом возрасте, если есть понимание, общение и готовность исследовать новые формы близости. Сексуальное воспитание, принятие перемен и признание разнообразия имеют основополагающее значение для поддержания здоровых и приятных сексуальных отношений. Я хочу сердечно поздравить вас с тем, что вы дошли до конца и закончили видео. Это означает, что вы стремитесь совершенствоваться как личность. Спасибо, что присоединились к нам в этом познавательном путешествии.
На данный момент нам хотелось бы узнать ваше мнение. Чему вы научились на данный момент? Напишите в комментариях что-нибудь, что вы вписали в свой распорядок дня. Поделитесь своими мыслями, не только поможет вам закрепить свои знания, но и мотивирует других в нашем сообществе. Если вам понравилось это видео, оставьте свой комментарий ниже и не забудьте поставить лайк, поделиться им и подписаться на наш канал YouTube, чтобы получать больше ценного контента. Спасибо за внимание и увидимся в нашем следующем видео. Стойки!